Бактерии в желудочно-кишечном тракте. В кишечном тракте человека может насчитываться до 2000 разных видов микробов. Из них около сотни могут стать причиной болезней, если их количество станет слишком большим. Большинство наших кишечных бактерий еще даже и не открыты. У нас во рту невероятно много бактерий. Их количество и разнообразие зависит в основном от гигиены и от того, как мы привыкли питаться. Например, бактерия Streptococcus salivarius вырабатывает особое вещество сальварцин, который препятствует разрастанию бактерий, способствующих появлению дырок в зубах, поддерживает свежесть дыхания и защищает нас от воспаления горла. Streptococcus mutans – это бактерия-сладкоежка, питающаяся сахаром. Каждый раз, когда мы едим, она вырабатывает кислоты, которые разрушают зубную эмаль и вызывают кариес. В тонком кишечнике предпочитают жить молочно-кислые бактерии. У этих бактерий имеется фермент – лактаза, который расщепляет лактозу, то есть молочный сахар. Молочная кислота, образующаяся в результате брожения, повышает кислотность среды кишечника. Кислоты препятствуют распространению плохой бактерии, повышают всасываемость минеральных веществ, укрепляют иммунную систему и обеспечивают своевременное опорожнение кишечника. Самая знаменитая в Эстонии молочно-кислая бактерия человеческого происхождения – это бактерия марки Hellus – Lactobacillus fermentum ME3, открытая учеными Тартуского университета в 1995 году. На сегодняшний день тартусскими учеными открыты и описаны еще несколько пробиотических бактерий. Например, штаммы Lactobacillus plantarum, Tensia, Induncia и MCC1. Основную массу микробиоты толстого кишечника составляют бактериодеты и фермикуты. Бактериодеты – настоящие специалисты по расщеплению углеводов, жиров и белков. Они способны вырабатывать разные расщепляющие энзимы. Благодаря им мы получаем из пищи больше энергии. Они крайне полезны, поскольку производят нужные кислоты и витамины и укрепляют иммунную систему. Ключевыми представителями данного типа являются прователлы и бактероиды. Прователлы в большом количестве встречаются у людей, в рационе которых преобладают вегетарианские блюда. У любителей фастфуда в кишечнике преобладают бактероиды. Бифидобактерии и лактобациллы можно купить в аптеке в составе пробиотиков. В толстом кишечнике они расщепляют клетчатку и вырабатывают полезные кислоты, тем самым создавая более благоприятную среду для работы кишечника и препятствуют размножению гнилистых бактерий. Эти бактерии являются также лучшими друзьями каждого новорожденного, поскольку содержатся в грудном молоке и являются одним из первых бактерий, населяющих кишечник младенца. Bifidobacterium bifidum и Bifidobacterium longum – это бактерии отличного настроения. Люди, у которых много этих бактерий, испытывают меньше стресса. Очень полезная бактерия – Faecalibacterium prausnitzii, основной производитель масляной кислоты в толстой кишке. Эта бактерия словно огня боится воздуха и может жить только в толстом кишечнике, где нет кислорода. Одной из первых открытых кишечных бактерий является бактерия Escherichia coli, то есть кишечная палочка или колибактерия. Трудолюбивая бактерия совсем непритязательна и очень стойкая. Ей не страшен желудочный сок и кислород. Кишечная палочка – одна из самых быстро размножающихся бактерий. Всего за час материнская бактерия становится прабабушкой. Помимо разных полезных свойств, кишечная палочка вырабатывает витамин К. Однако некоторые палочковидные бактерии вызывают воспаление мочевого пузыря, цистит и диарею. Аккерманция муцинифила – полезная бактерия, которая обитает в слизистом слое стенок кишечника почти у половины жителей Эстонии. Разрушая регулярно обновляющийся слизистый слой, она вырабатывает из него полезные для клеток кишечника кислоты и уменьшает риск появления воспалений. Если по какой-то причине количество полезных бактерий снижается, то у руля становятся плохие бактерии, такие как Salmonella typhi или Clostridium difficile.
Большинство из них вырабатывают токсичные, то есть ядовитые вещества, становятся причиной болезней в животе и хронической диареи. Увеличение численности этих бактерий не всегда влечет за собой болезнь. Чтобы заболеть, необходимо достаточно большое количество патогенов, которые в результате быстрого размножения нарушают баланс микрофлоры кишечника. Путь кишечных бактерий, как правило, заканчивается в унитазе. Оттуда затем они по трубам попадают в очистительные сооружения.